Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Министерстве обороны подвели итоги командно-штабной подготовки за этот год. Дети из многодетных малообеспеченных семей из Херсонской области будут отдыхать в Абхазии. О работе страховых компаний в нашей стране и об их планах в материале наших корреспондентов. Указом президента Аслана Бжани очередное специальное звание полковник милиции досрочно присвоено начальнику управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Дамею Авицба. Следующим указом президента очередное воинское звание полковник досрочно присвоено начальнику Центра специального назначения Службы государственной безопасности Дадыну Чичхалия. Дамей Авицба утвержден в должности начальника управления ГАИ. Дамей Авицба работает в системе МВД с 2011 года. С 2020 года занимал должность начальника РЭО УГАИ. В Министерстве обороны подвели итоги командно-штабной подготовки за этот год. Мероприятие прошло под руководством министра обороны Владимира Ануа с участием заместителей, начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства. Были рассмотрены результаты оперативной мобилизационной боевой подготовки. С основным докладом выступил начальник генерального штаба Владимир Савченко. Он отметил, что все поставленные в ходе учения задачи выполнены. Савченко подчеркнул, что в этом году впервые учения были проведены в ночное время суток. Также хорошие результаты показали совместные тренировки с военнослужащими 7-й российской военной базы. Вопрос материально-технического обеспечения ведомства военнослужащих на контроле главнокомандующего вооруженными силами президента Абхазии Аслана Бжани. Все учения также проходили с участием главы государства. В завершении мероприятия отличившиеся в ходе учений военнослужащие были награждены медалями Султана Сосналиева и почетными грамотами. Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Абхазии, главы абхазской делегации на 62-м раунде международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Одиссея Бигвава и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня 62-го раунда переговоров в контексте противодействия провокациям грузинской стороны, в частности, ввиду обнаружения в районе села Бугура Галского района беспилотного летательного аппарата. Одиссей Бигвава представил предложение абхазской стороны по возможному возобновлению работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Стороны согласовали позиции по ключевым вопросам предстоящего раунда, также обсудили вопросы региональной безопасности и международной ситуации в целом. Галузин поблагодарил абхазскую сторону за поддержку, оказываемую руководством республики, в частности, в вопросе специальной военной операции оказания гуманитарной помощи ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областям. Проведение 62-го раунда женевских дискуссий намечено на 5-6 ноября этого года. Дети из многодетных и малообеспеченных семей Голопристанского района Херсонской области приехали в Абхазию на отдых по приглашению министра туризма Теймураза Хишба. Среди тех, кто встречал гостей, была и наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы, Вардания. Детей и родителей, прибывших из Херсонской области, находящиеся сегодня в зоне обстрела, в стране души встречают с цветами и памятными подарками. Гостей ждет насыщенная программа, в которую войдут экскурсии по достопримечательностям республики. По словам детей, поездки в Абхазию они ждали с нетерпением. Очень обрадовался, были очень хорошие эмоции и радость, что я сюда приеду. Обрадовались, конечно. Во-первых, это для детей возможность увидеть республику побратим рядышком совсем. Дети раньше этого не видели. И, конечно, большое спасибо. У
Отдых в Абхазии детей из Херсонской области стал возможным благодаря приглашению министра туризма республики Теймураза Хижба. По приглашению Теймураза Владимировича, министра туризма, сегодня к нам приехали дети из Херсонской области. Они, в частности, находятся в том районе, который находится постоянно под обстрелами. И, исходя из гуманных побуждений, мы сегодня встречаем детей, которые проведут здесь 7 дней отдыха. Я надеюсь, понравится им все. Самое главное, чтобы они смогли хотя бы здесь у нас отвлечься от тех ужасов, которые происходят у них дома. С Теймуразом Владимировичем достигли определенных договоренностей, при поддержке Леонида Эдуардовича Слуцкого, также Андрея Константиновича Лугового и нашего регионального отделения Херсонского, о том, чтобы подружить Республику Абхазию, подружить Херсонскую область, на которой на сегодняшний день происходит боестолкновение русской армии, с неонацистами, с фашистами, и вывести первую пробную группу деток с района обстрела, где сегодня взрываются мины, взрываются снаряды, где дети живут каждый день под бомбежками. И у Теймураза Владимировича большое доброе сердце. Я увидел в нем не просто министра туризма, я увидел в нем друга, хорошего человека, с которым легко и который сострадательно относится к чужому горю. Это первая поездка детей из Херсонской области в Абхазию. Вторую в Минтуризма планируют осуществить уже весной следующего года. Гугу Савардания, Раму Камке, Абхазское телевидение. Пятый международный туристический форум «Визит Апсны» открылся в Гагре. Главная тема форума – Абхазия перезагрузка. Как стать конкурентным в 2025 году. Репортаж с открытия форума смотрите в нашей субботней программе «Сапшала». Торгово-промышленная палата Абхазии и Ассоциация предпринимателей Индии подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились сотрудничать на долгосрочной основе в соответствии с принципами равенства, партнерства, взаимной выгоды и учета взаимных интересов, сообщается на сайте ТПП Абхазии. В качестве приоритетных направлений сотрудничества определено укрепление и развитие внешнеэкономических связей между организациями, развитие информационного, консалтингового и маркетингового сотрудничества, а также обмен опытом и информацией. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя Таджикистана. Также продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и нетрезвых водителей. Подробности в оперативной съемке МВД. Гражданин Республики Таджикистан уличен в незаконном хранении наркотического средства в крупном размере. При вас имеется что-либо запрещенное в гражданском обороте? Психотропные препараты, либо наркотические вещества. Имеются? Да, имеется. Что имеется? Выдайте, пожалуйста, добровольно. Марихуана. Что это? Конопля. Музафарзода Бабаназари Джурабек, 1993 года рождения, незаконно приобрел и хранил при себе фасовочный пакет с веществом растительного происхождения и завернутое в обрезок черного целлофана аналогичное вещество со специфическим запахом. С какой целью вы носите это все? Где? Сам курю. Для личного потребления? Да. Граждане понятые, обратите внимание, все, что мы обнаружили при Гражданин Таджикистана был задержан сотрудниками Новоафонского отдела милиции Гудаутского РОВД. Экспертами установлено, что изъятое при личном досмотре у Бабаназари Музафарзода вещество является наркотическим средством каннабис общим весом порядка 12 граммов, что является крупным размером. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики, проводит следственное подразделение ОВД по Гудаутскому району. Подозреваемый содержится под стражей. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей.
Квицыня Джансух Алексеевич, 1982 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, ранее лишенный водительского удостоверения за аналогичное правонарушение. Сушба Саид Алексеевич, 1979 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения, повторно совершив данное правонарушение. Исхаков Ринат Рамилевич, 2004 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Гицба Тимур Леонидович, 1987 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Багапш Беслан Назимович, 1985 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Смыр Астамыр Баджгурович, 1973 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Цвейба Тимур Сергеевич, 1979 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гунба Виталий Львович, 1983 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Пилия Рауль Нурбеевич, 1980 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Эбжноу Рауль Акакиевич, 1968 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Богателя Феликс Леонидович, 1993 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Терзян Мнацакян Мисропович, 1988 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Аликин Евгений Александрович, 1972 года рождения, житель Ростовской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Пачулья Денис Заурович, 1982 года рождения, житель города Ачамчира, отказался от медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Можно ли избежать финансового риска в жизни? Совершенно точно нельзя, но к нему можно подготовиться и постараться максимально обезопасить себя от различных непредвиденных обстоятельств. Именно эту функцию выполняет страхование, система возмещения ущерба, причиненного стихийными бедствиями или же несчастными случаями. Существует во всех цивилизованных странах, однако в Абхазии она только начинает делать первые шаги. На данный момент в республике рассчитывать на страховку могут только иностранные граждане, пребывающие на нашей территории. О работе страховых компаний в нашей стране и об их планах в материале Алики Трапш. Еще в 2006 году парламентом были приняты 3 закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, иностранных физических и юридических лиц и об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан, пребывающих на территории Абхазии. Эти 3 основополагающих закона регламентируют деятельность иностранных автовладельцев и иностранных граждан, пребывающих в республику. В целом это дает, во-первых, люди понимают о том, что в первую очередь, что они защищены, что они знают о том, что при наступлении дорожно-транспортного происшествия или при поступлении в больницу, что им будет оказан весь спектр необходимых услуг на территории Республики Абхазия. И медицинская помощь, и у нас есть договора со станциями технического обслуживания, которые делают оценку. Если вдруг при наступлении дорожно-транспортного происшествия люди не хотят куда-то уезжать и хотят здесь сделать свое транспортное средство, с кем у нас заключен договор, они полностью оказывают всю, начиная от замены, покраски, полностью делают абсолютно все. Ремонтируют машину и уже отпускают владельца. С начала текущего года по 1 октября было реализовано 140 тысяч полисов, из них 80 тысяч полисов ОСАГО и 60 тысяч полисов от несчастного случая. В случае ДТП с участием иностранного автомобиля абхазская страховая компания покрывает ущерб. Страховка выплачивается только автовладельцу, невиновному в дорожно-транспортном происшествии. У нас есть указание администрации президента о том, чтобы в течение максимум от 3 до 5 рабочих дней, чтобы им было оказано абсолютно все. Выплаты были. Буквально вчера было дорожно-транспортное происшествие, а сегодня мы уже выплатили человеку 48 тысяч. Дорожно-транспортных происшествий произошло 44, это с 1 января по 1 октября, на общую сумму 1 800 000.
Ну, в среднем получается 41 тысяча рублей на каждую машину. Оформлением страховки в республике занимаются 4 компании. Первая – страховая компания «Гарант страхования», страховая компания «Абхазия» и «Абхазгосстрах». Всего по республике 5 пунктов офисов продаж, из которых 4 работают круглосуточно, 2 на абхазо-российской границе, на Бзыбе и в Приморске. 5-й офис находится на Мачаре и работает в зимнее время до 19 часов, в летнее – до 21 часа. Срок выдачи страховки от 1 дня до 1 года. Максимальная выплата страховки за авто составляет 50 тысяч рублей. На оказание медицинских услуг – 70 тысяч. По словам специалистов, есть необходимость пересмотра текущих тарифов. Практика показывает о том, что 50 тысяч на автотранспортное средство – это очень мало. Потому что это покрасить 2 бампера и сделать жестяную работу. Все, больше ничего. Но, к большому сожалению, мы будем обращаться в кабинет министров для того, чтобы изменили тарифы. Потому что время, во-первых, произошла небольшая инфляция. Все это нужно уже пересматривать, на наш взгляд. Закона об обязательном страховании автогражданской ответственности для граждан Республики Абхазия пока еще нет. Но, по словам Махры Кесба, они занимаются его разработкой и планируют направить в парламент. Принятие данного закона крайне необходимо, считают специалисты. Очень многие к нам обращаются с такой просьбой о том, что особенно юридические лица, те, которые имеют автотранспортные средства, которые даже отдают машины на экскурсии, те, которые занимаются прокатом, те, которые занимаются госмашиной, они спрашивают, а когда будет? Будет ли принят закон? И все, большинство, с кем мы разговариваем, большинство говорит о том, что да, нужно принимать. Минимальный страховой тариф для легкового автотранспорта на 15 дней составляет 1000 рублей, месяц – 1500 рублей, за год – 8500 рублей. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, в субботу, 2 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснением погода. В воскресенье с первой половины дня временами дождь, гроза. В горах снег. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 14-19, температура морской воды плюс 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.